Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чудеса вашей жизни. Что будет, что ждет. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Я упираю назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, чудеса. Чудеса. Вот смотрите, первое чудо. Казалось бы, мелочь, да, но для вас это будет очень важно. Вы о чем-то думаете, вы чего-то очень сильно хотите. Это либо какая-то вещь, либо какой-то предмет. Вот как будто бы ищете, да, возможно, вы потеряли. Это ваше, и вы потеряли. И думаете, ой, как жалко, что я потеряла эту вещь. Либо вы хотите что-то купить, вы ходите по городу, там, сбились с ног, пролистали весь интернет. Вы не можете найти то, что вам, например, требуется, либо хочется. Идет чудо. Вещь будет найдена, либо вещь будет возвращена. Либо совершенно случайным образом вы забредете в какой-то магазинчик, там маленький, либо магазинчики, которые вы в принципе не посещали, и вы найдете то, что вы ищете, то, что вам так хочется купить. Замечательное событие, оно вот прям в самые ближайшие дни произойдет. Вы, прям счастливой будете чувствовать себя. Но представляете, да, вы потеряли любимую какой-нибудь аксессуар и думаете, ой, беда, а тут раз и нашелся. Либо вы где-то что-то оставили, вещь, которая вам, как память важна, либо в принципе для вас очень важна, и вам ее возвращают. Либо вы хотели купить, да, ходили, вот прям ножки все себе сбили, вот нигде не могу найти. И тут совершенно случайно вы находите, да еще и по очень приемлемой цене. Порадуйтесь, вы долго будете под впечатлением, этим хорошим впечатлением, прям и рассказывать будете и знакомым, и приятелям, что с вами произошла именно такая ситуация. Хорошая, очень добрая ситуация. Так, с левой стороны. Здесь человечек вышел к вам. Человечек, который тянет руку к вам. Для кого-то отыграется помощь. Причем, знаете, как помогать будет тот, от кого менее всего ждете. Человек, который ранее не был замечен в желании кому-то помогать, да, либо что-то делать. А тут на тебе сам протягивает руку и, как, знаете, голову перед вами склонил. То есть знак того, что человек к вашим услугам, либо ради вас, для вас готов, скажем так, на серьезные какие-то действия и поступки. У других же отыграется, что, например, ваш руководитель, ваш начальник, либо лицо, наделенное серьезными полномочиями, вам протянет руку, да, и ответит на какие-то ваши, просьбы, на какие-то ваши обращения. То есть человек для вас что-то будет делать. По крайней мере, вас выслушает, да, и какое-то действие благоприятное для вас совершит. Тоже очень неожиданно и тоже ситуация ближайших дней. Так, идем дальше. Здесь какие-то колючки, какие-то преграды. Знаете, как сетка, решетка, как капкан, может быть, да, как сети расставлены. Вот нельзя пройти, путь закрыт. А вам очень важно пройти. Вы очень долго работали над этой дорогой, вы долго искали там лазейку, какой-то обход, запасной ход, и у вас не получалось.
Смотрите, что происходит. Тут высшие силы вам открывают этот путь, эту дорогу. Для кого-то это в прямом смысле слова путь, дорога, которая вам будет открыта, причем со всех сторон будет открыта. Но для кого-то это сложная ситуация, жизненная ситуация, запутанная ситуация, в которой намечается, ну как, и просвет, и выход из этой ситуации. Высшие силы здесь вам помогут. Я так понимаю, что вы просите высшие силы, да, мысленно вот обращаетесь к высшим силам. Кто-то ходит в храм, кто-то еще какие-то действия совершает. Вы получите ответ, и в вашей жизни произойдет это чудо. Дорога открыта, ситуация будет подсвечена, и будет возможность все это решить и выйти, да, из вот этих всех колючек, из этих сетей. Как говорится, целый невредимый человечек выходит. Причем как-то быстро у вас это произойдет. Ситуация могла длиться очень долго, а решение, выход будет, ну, динамичный, быстрый, вот яркий, да, вот прям на одном дыхании пройдете. Ну и слава Богу. Так, идем дальше. Личная жизнь. Очень непростая личная жизнь, да, ситуация непростая в личной жизни. Кто-то очень сильно поругался, у кого-то тут соперники, соперницы. Ну, я так понимаю, что расходитесь, разводитесь, и как нет возможности на то, чтобы примириться. Ну, по крайней мере, вы не видите этой возможности. Все как-то прям печально, трагично и тяжело вот на сердце, на душе. Как, может, отношения рухнули либо рушатся. Смотрите, в чем вас ждет чудо. Человек, с кем вы тут поссорились, поругались, сделает отчаянный рывок, отчаянную попытку все вернуть обратно, да, обнулиться, забыться и как с чистого листа все начать. У вас чуть попозже, то есть в течение где-то недельки-двух, идет ситуация, что этот человек под каким-то предлогом приходит к вам, да, либо назначает вам встречу, и у вас состоится разговор с этим человеком. И все будет зависеть от вас и от вашей реакции. Если вы сможете переступить через свою больку, через свою обиду, через какие-то свои претензии, то у вас все получится. Вы обнулитесь, вы забудетесь, и как новая жизнь, да, с чистого листа она действительно у вас начнется. Потому что человек, я вижу, полон будет решимости сделать все возможное и невозможное для того, чтобы вас не потерять. Вот. Опять же, да, чудо, но последнее решение, оно будет за вами. Так, у других девочек, вот я вижу, отыграется, что человек, возможно, попадет в какую-то сложную ситуацию, особенно вот здоровье, какие-то, может быть, неприятности, да? И человек будет обращаться к вам с просьбами, чтобы вы, не знаю, помогли, да, посетили больного. Тоже все будет зависеть от вас. Если вы помогаете, если вы его посещаете, если вы его поддерживаете, пожалуйста, это момент обнуления и момент шага в новую жизнь, совместного шага. То есть все вот эти ваши неприятности, они как будут стерты, да, стерты с пространства, с памяти, забудутся, и обиды все забудутся. Вот как в новое вы пойдете. Но опять же, женщина здесь вершит судьбу для двоих, и для мужчины, и для себя самой. Так, идем дальше. Здесь у меня женщина очень переживает за своего ребенка. Дети могут быть как и маленькие, так и взрослые, но мне почему-то кажется, что именно взрослый ребенок. Вы переживаете за будущее, вы переживаете за судьбу. Вам хочется, чтобы ваш ребенок, какое-то решение пересмотрел, либо какие-то изменения внес в свою жизнь. Вы очень много раз об этом говорили, просили, но как будто бы ваш ребенок вас не слышит. Даже, возможно, все как ваши просьбы конфликтами заканчиваются. Идет, смотрите, прям ангел в голову светит вашему ребенку, идет переосмысление. И то, о чем вы так сильно просили своего ребенка, либо вы хотели, да, чтобы что-то ребенок поменял в своей жизни, это произойдет. Вот дойдет до вашего ребенка, что был неправ, либо была неправа. Дойдет, что вы все-таки любите, да, что вы зла не желаете, что вы желаете как можно лучше. Я вижу, что ребенок к вам прислушается, либо поступит так, как вы того хотите. Но здесь, видите, ангел голову ему подсвечивает. То есть высшие все-таки надоумят
И вот эти ваши страхи, ваши переживания за ребенка, они закончатся. Вы будете очень рады, что ваш ребенок все-таки как за голову взялся, да, и что-то хорошее, конкретное делает для себя и для своей жизни. Так, идем дальше. Есть какие-то неприятности с женщиной. Женщина. Это может быть и как сотрудница, соседка, начальница, может быть, подруга, может быть, да? С женщиной очень много неприятностей у вас было. Тут и обиды, и слезы, и критические моменты вы пережили за какой-то женщины. Вы с этой женщиной местами поменяетесь. Если она сейчас там празднует, торжествует, и у нее все хорошо, это ненадолго. Скоро вы будете себя вот чувствовать на высоте и наблюдать, как она там мучается и страдает. Я не могу сказать вам конкретно, что произойдет, но вижу перемену местами вас и ее. То есть вы поднимаетесь, а она падает. Вот так будет. Так. Здесь какой-то мужчина до вас доедет. Откуда-то издалека до вас доедет. Возможно, вы с ним общаетесь, все его ждете, он никак приехать не может. Приедет, причем приедет как-то, не могу сказать, что неожиданно. Возможно, у вас как не будет времени на то, чтобы подготовиться, так как вы хотите. Да, может быть, там за день, либо за несколько там часов вы получите извещение, что вот я приезжаю. Все, я приезжаю. До этого он вообще там либо молчал, либо никак не касался этого вопроса. Вот, приедет, доедет, и встреча у вас, я вижу, очень хорошая, теплая идет. Все будет хорошо в этом плане. Так, здесь у меня кто-то страдает болезней. Болезнь, опять же, души и тела, может быть. От чего-то вы страдаете. Как, знаете, темным покрывалом накрыт человек. Может быть, чего-то боитесь. Может быть, действительно, вот болит у вас, а вы не понимаете, что болит. Вот. Нормального медицинского обслуживания получить вы не можете. Смотрите, чудо произойдет, что ваша болячка, она отступит. Если говорим о душевных переживаниях, идет как, не знаю, раскроется какая-то правда, какая-то информация пойдет. Вы этой информацией очень утешитесь и успокоитесь. Как изгоняют хворь из вашей души, из вашего тела. Видите, через поток идет очищение человека. Опять же, поток это может быть, если мы говорим про медицину, может быть какой-то УЗИ, МРТ, там, рентген, да? То есть поток. Если мы говорим про душ, пойдет информация, которая вас успокоит, порадует, и все, переживания ваши уйдут. Так, здесь вот человек, который вам предлагает кольцо. Мост и кольцо предлагает, и крышу предлагает. Причем очень интересно так вышло. Вы с левой стороны, он с правой стороны. В принципе, да, человек по судьбе, человек очень правильный. Вот только я не пойму, это новый человек, либо человек, который уже был в вашей жизни. Вы все разные, да, у кого-то отыграется совершенно новый человек, правильный человек для вас. А у кого-то отыграется человек, который был да сплыл. Теперь вот человек опять идет наводить мост, и с кольцом он идет. А вы будете сомневаться, либо будут какие-то обстоятельства, которые будут вас смущать. Девочки, между вами связь, вы друг другу обещаны высшими силами, вы тут повязаны по рукам и ногам. Никуда вам не деться от этой любви, от этих отношений. Будете вместе с этим человеком. У человека, помимо всего прочего, я не знаю, то ли какое-то недвижимое имущество, то ли он вам прям, семью предлагает, может быть, как приехать, съехать на его территорию, проживать в его доме. Прямо он предложения такие будут серьезные делать. Вот. А вы так немножко будете думать, деваться некуда, судьбой-то повязаны, да, все равно вместе будете. Обновляется ваша жизнь, личная жизнь. Причем обновляется с очень правильным человеком для вас, с тем, кого вам выбрали высшие силы, да, тем, кто вам по судьбе. Так,
Здесь у вас дракончик летает, он, правда, маленький, но тем не менее дракончик — это знак успеха, это знак хорошей работы, хороших продвижений именно в делах. Вы знаете, что-то будет происходить. Происходить внешне, вот именно в деловой сфере, в бизнес, в каких-то процессах будет происходить, вот внешне происходит, но это будет для вас приятно, позитивно и принесет вам действительно какие-то хорошие перемены, какие-то возможности для вас откроет. Если вы хотели заниматься бизнесом, очень идет благополучное время, где все легко, очень быстро получится. Если вы уже занимаетесь бизнесом, ну, ждите каких-то поблажек, изменений, там, не знаю, в законах, какие-нибудь, я не знаю, там, льготы, что еще может быть, да, вот продвижение, да, как-то легче будет продвигаться. Проблемы, те проблемы, которые вас сейчас беспокоят, вот они уйдут. Если вы привыкли работать по найму, да, либо всегда работали по найму, возможно, вот свободные рабочие места будут появляться, либо вас пригласят туда, где есть свободные места. То есть из-за внешних каких-то ситуаций для вас открывается путь, дорога именно вот в работе, в делах, в бизнесе. Так, еще очень важный момент защиты. Здесь за вас кто-то заступается, защищает и вам помогает. От чего будут защищать? Ну, от каких-то неприятностей, от каких-то бедствий и нападок, возможно, каких-то нехороших людей. То есть совершенно посторонний человек, там, не знаю, чужой человек заступится, поможет, защитит. Это будет очень и своевременно, и очень-очень приятно. Так, и мечта. Вот я вижу вашу мечту. Вы меня простите, но она, вот мне показана немножко мелковатой, ваша мечта. Вы идете за своей мечтой, вы свою мечту осуществляете и моментально нечто большее еще получать. Вот как два желания, две мечты. Одно мелкое, то, что вы там в голове содержите, а второе гораздо крупнее, гораздо интереснее и судьбоноснее, я бы даже сказала. Одну мечту вы сами себе осуществляете, а вторую вам сверху накидывают высшие силы. Это очень хороший знак, очень. Здесь вот после этой мечты, либо после этой ситуации у вас в корне поменяется вся ваша жизнь, да, ваша дальнейшая жизнь. Вот даже какой-то новый уровень жизни у вас получается. Какие-то новые возможности, новые доходы, новые интересные люди, да, у кого-то прям новое место жительства. Но это высшие для вас постараются и вот такое чудо совершат, крутую перемену в вашей жизни. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.